Всех приветствую на своем канале, на канале Асса, канал Фреда Ас Бетанти. Оказывается, я зря на 30 минут вам лекцию рассказывал, у меня там звука не было, звук пропал, я не знаю, как сейчас. И вот напишите, кто меня смотрит, есть ли звук нормально. О чем лекция? Об астинской букве М, да, которую вы все знаете, о его символе, то, что он несет, сакральный язык на сакральном астинском языке. Вообще язык астинский на основе символизма. То есть язык, несущий знания. Не просто так мы что-то произносим или терминология нашей культуры, языке. Вот у нас как раз таки такой язык, а все индоевропейские, арийские языки, это санскрит, авеста, то есть несущий культуру народа. Дал, так, добрый, Дезартахар, звук вам слышен, звук? Напишите мне, а то опять зря там без звука вам лекцию прочитаю, вы будете писать мне. Хватит показывать. Звук есть, звук, напишите мне. Звук вам нормально слышно? Бидон, от тебя никто не спрашивает. Зрители соберутся, если сейчас, то если не сейчас, то потом. Это не твое дело. Ты не смотришь, выйди отсюда вообще. Ты кто такой? Так, астинская буква «Э». Вообще, если взять, вот посмотрите, удивительно как, да, на что похоже. Солярный символ, четырехлучевой солярный символ, древнейший символ не только нашей культуры, а многих народов культур, народов мира, где этот символ бытует, например, в буддизме, индуизме, зороастризме, у славян, в славянской культуре. То есть, если взять, допустим, нашу культуру, то есть скифская культура, искусство, кобанское, то она на основе солярного символа. Даже в хищническом таком стиле, где хищник нападает на жертву, они образуют солярный символ. Возможно, какое-то созвездие, там заложена идеология. И вот язык оттуда исход. Допустим, в буддизме везде этот символ распространен и в Древнем Иране, Персии, на древних памятниках. В буддизме, допустим, набрать на груди у Будды солярный символ, даже на знаменитой лежащей его статуэтке на ступнях. Везде, на одежде, и у нас то же самое. Ну тогда нормально. А то, представляете, я 30 минут столько рассказал, а мне пишут, что да нам показываешь? Я им лекцию рассказываю, им, оказывается, не слышно. Так вот, даже вспомните, как в Евангелии Бог о себе говорит: «Аз есть, я есть». То есть аз, на нашем языке мы говорим «аз». Да, на нашем языке. Отсюда и
Если вот, допустим, меня спросят, кто такие астины, да, я бы на астинском сказал. Нардан, Аздан, Ваздан, Осетин, в общем, или Ирон, суть там одна, это богоподобный. Речь идет о первоэлементе Духе Творца. А аз вот именно, заметьте, что обозначение первоэлемента Бога Творца, и вот это именно буква, она образует вот такой символ, солярный символ. Никто никогда не замечал, я вам дальше впоследствии буду раскрывать глубину этого символа, этого. А наш язык, он, да, на основе символизма, сакральный язык. И вот вообще также вот отсюда исходит язычник, да, по сути, Аздан, язычник, древнее название Азии, Асия. Просто и синоним там один. Фатима, благодарю за внимание вам тоже. В общем, я не сбиваюсь с мысли, с пути. И с чего бы стоило начать? Допустим, в буддизме, что вы более глубже поняли, о чем речь идет, что несет в себе этот символ, да? Вот кто-то мне скажет, что эту букву я там, вот как бы ответили, за уши притянул к этой идее, идеологии, что это солярный символ, а это простая буква. Но это не так. Наша культура, язык на основе именно мировоззрения, идеологии, культа огня или духа Творца. И наша культура нам об этом повсюду кричит, что в танцах, что в произношениях, через звуки, через культы, везде. Ну, давайте начнем с самого, вот, допустим, что символизирует солярный символ в буддизме. Кстати, заметьте, вот самоназвание мы обозначаем нашей религии, хотя у нас нет такого слова, как религия, ахдал мы говорим, мы обозначаем вот таким на солярный ирландский шрифт лад, который я разработал, вот асса, именно вот так. Именно на латинице, где два «с» образуют четырехлучевой солярный символ, проясняющий, кто такой ас, то бишь богоподобный. Заметьте, если, допустим, мы трехлучевой солярный вместо четырехлучевого вместим, то суть не меняется. Здесь также два «с», они как бы вместе, да, в друг друге, образуют трехлучевой. Если мы туда букву нашу «э» поставим, тоже четырехлучевой солярный символ. Аз, вспомните, да, аз. То есть знание, которое... вот эта буква уже несет в себе обозначение о себе как, то есть богоподобный, буква, аз. Понимаете, и знание нам несет, что дух Творца, то есть и первый элемент Творца – это огонь, культ огня. Как есть пословица в нартовском эпосе, нарты произошли, нартар вон жингай равзурданца, ма жингай артхуартунца, нарты произошли из небесной искры, из небесного духа и клялись огнем, то есть духом своим. Отсюда, теперь давайте в буддизме конкретно, что это нужно в сравнении, да, что символизирует четырехлучевой солярный символ в буддизме, допустим, где каждая из лучей ног символизирует наш с вами первый элемент.
Главный из которых это огонь, то есть дух Творца, обозначение духа Творца. Или эфир, или, как говорят, Бог есть любовь. Из любви все возникло. И все другие элементы. Ветер, да, завихрение идет. Тот же крест, только в движении. Сразу воображайте, представляйте наши танцы и т.д. и т.п. По этому символу. Наш язык. Сейчас вы поймете. И заметьте, солярный символ мы называем сауастика. Есть кадок сауасси. Тоже заметьте произношение, звучание. Сауастика и сауаса одно и то же. И сауаса был сотворен тоже Творцом из себя, из огня, то есть Дух Творца, одно и то же. Это подтверждение того, что этот символ, кстати, солярный символ, вот именно вот такой, да, он у нас был так, в быту кто-то его где-то, в древних памятниках там, нашей, ну, в быту, да, ну, как орнамент. Никто ему особо значения не придавал, пока я вам не явился. И не начал его через искусство нести, не просто так, но это к тому, что вот в всех древних культурах единая вот эта культура, которая была распространена, просто они в сравнении, да, меня спрашивают источники, в сравнительном анализе, просто мы прояснили, что это символ Творца, то есть самый главный символ осетинской древнейшей культуры. Просто в разных, он или может или трех быть, или четырех. Просто трех почему за главный мы взяли? Потому что помимо того, что каждый цвет да, круг несет, это идеология Нартиады, во-первых, 3 пирога символ, да. То есть идет такая конкретика немного, чуть другая. Здесь более вот как и в буддизме, нам другие ее смыслы раскрывает, да, элементы, первоэлементы, знания. То есть каждый луч несет в себе знания первоэлементы. И это прежде всего символ принципиального устройства души. То есть поняли, да? Кто ничего не понимает, там в голове ничего нету, сами вы позоритесь. Выйдите отсюда, не позорьте себя. Так вот, ну, наверное, стоит сказать, что прежде всего вообще нужно начинать с того, что вот эта символика, да, как история о том, как произошел наш мир, да, как описывается и в религиях, в документальных фильмах, что вначале было ничего, и из ничего возникло все. И вот это ничего в культуре, например, в буддизме, в индуизме, там, вот это ничего, это есть абсолют, его обозначают первичным звуком, вибрацией, звуком О. Или символом круг. То есть это обозначение абсолюта. И то есть то, у чего нет времени, начала, то есть это вечность. А мы-то это произносим, допустим, вот когда наш культ 3 пирога, молитва начинается перед молитвой, мы произносим О, заметьте, не просто так же, откуда-то просто так взяли это произносить, буквы, словосочетания.
мы произносим охуцал и в молитве, когда идет молитва, потом мы говорим омехуцал. И вот в древних культурах, вот и в индуизме, буддизме, это есть мантра Ом, Аум, а мы это произносим У. Этот звук О. У всего есть основа, каждой буквы. Это же, то есть мы это произносим и через звуки, и в культе три пирога, этот звук, он отражен, символ абсолют. И вот, а это древнейшая символика. Тут изображена три пирога, мы-то ставим с точкой в центре. Вот уже точка в центре, это символ Творца. И далее, то есть даже когда мы произносим охуцау, то это история о том, как произошел наш мир. Вот солярный символ, чтобы вы правильно поняли, конечно, это Гитлер очернил, но никакого отношения это к нацизму не имеет. Наша культура, она на основе, везде она в кубанских топориках и так далее. Это символ нашей культуры. И вот здесь Владимир пишет, но это уже придирки там. Далее что? Вот точно так же, как мы этот культ, вот три пирога ставим от начала до конца. Вот молитва происходит, и мы разрезаем потом крест-накрест. Да, это символ, вот солярный символ, допустим, как и в буддизме, там суть одна и та же. То есть все это символы, дающие знания о мироздании. То есть символы мироздания и Творца, наш принципиальное устройство души. То есть языческий крест. Поняли, да? Символ ваш три пирога и буддист. Нет, тут речь идет об одной и той же символике. То есть культура когда-то была распространена, эта культура, и вот отсюда исходят древнейшие вот и религии, в том числе эти знания. А те, кто сейчас что-то пишет, причем здесь примешивание? Была одна культура, были знания о мироздании. И у славян эти символы, и в христианстве, по сути, это все символы мироздания. Мы в своем культе три пирога, вот у предков же не было документальных фильмов, да? Зато мы вот в точности сотворения мира, знания, да, полностью отражен в нашем культе три пирога. От начала того, как мы вот начинаем и заканчиваем. Вся символика древнейшая начинает, то есть мы это произносим и через звуки, и через вот культ, да, три пирога. Суть одна и та же. Кто это произносит? Все? Сам человек есть Бог богоподобный, то бишь. Вначале там было слово, это слово было Бог, как говорят. Но если углубиться, то нужно начинать вот именно с этого звука О. То есть символ абсолюта. Это древнейший символ, обозначающий абсолют. Звук, вибрация или мантра. В буддизме у нас это ом, то есть произношение. Не просто так, не безосновательно. Понимаете? Так, далее. И да, вся культура нам об этом говорит. Возьмите наши танцы. Да, там тоже мы образуем круг, когда в круг выходят там соли. В общем, вот здесь все это. Или, например, в танце сам человек образует крест. Когда мы в танце поднимаем, оставляем руки, да, этот символ крест. Или, например, одну руку оставляем,
сверху другая, вот, и образуется солярный символ. Просто там суть одна и та же. Все это человек сам несет в такой естественной форме. В культуре. Так, далее. Ну, вот здесь я хорошо показал через символику. Да. Так, то есть, поняли, да, что в звуках мы это отображаем, что и мы это, к сожалению, забываем, забыли, потому что... И вот смотрите, вот эта буква, и заметьте, вот эта буква, она вот образует такой четырехлучевой солярный символ, образующий в кругу, круг. То есть из абсолюта возник... Я, кстати, забыл, что мы произносим, когда произносим охуцау, это же символ абсолюта, а хуцау это уже вот первая буква в этом слове х. Это символ, солярный символ, буква сама несет в себе символ солярный, и вот именно вот эта буква. Да, ну, хуцав это не аз, но по сути своей, смотрите, получается, вот эту букву, если взять, то он же образует х, крест или крест, это одно и то же. То есть, когда мы говорим хуцав, тут идет прежде всего арий, у ариев Бога мы хур, то есть хор, то есть тело Бога в физическом материальном мире, его свет, и мы часть этого света, в нас тоже этот дух. То есть, понимаете? То есть, когда мы произносим, как вы поняли, даже «О хуцау», то это история о том, вот «О» это абсолют, а «Хе» это солярный символ первоустройства души, принципиальное первоустройство души человека, нас с вами. Вот такое знание несет и все другие первоэлементы. Об этом даже кадок есть, просто он не записан. Его только и через уст в уста. Вот один Джуарилак мне рассказывал, и в нем тоже вот заложены эти знания. Жаль, что оно никак не... Надо записывать все. Подождите от этого, заблокирую, это много говорит. При чем здесь история? Да. То есть поняли, да? И можете задавать вопрос одно время. И вот смотрите далее, если посмотреть на него, да, то тут отображена, можно сказать, отображены в этой букве, все буквы можно рассмотреть, можно и цифры. Вот, допустим, символ бесконечности, да, восьмерка, вот и крест, вот и А, И, Е, сами, Т, все буквы, Б, В, там, короче, все буквы от него исходят, и вот на основе этой основы я уже и разработал шрифт на солярный аланский лад, который еще почему-то мы не создали, не ввели его. Как у арабов свой шрифт, у других, а у нас должен быть свой шрифт. До этого есть основа, об этой основе я сказал, не знаю,
кто как понял, кто-то, видно, не понял. Но вот смотрите, вот я здесь показал, вот трехлучевой, четырехлучевой солярный символ. Вот смотрите, даже четырех, вот если обратно перевернуть, он же букву. И если кто-то скажет, при чем здесь буква и солярный символ, то как я с чего начал, как Бог о себе говорит, аз есть. Да, никто в этом не рассмотрел, в этой букве, что это солярный символ. Ну, я вам его и прояснил, чтобы вы поняли, что это и есть символ, в общем, Бога Творца и звук это, да, аз мы говорим на себя, я есть богоподобный. И вот на основе этого, вот и шрифт этот, просто согнутыми, в общем, на солярный ланский лад. Можно было вот эту большую букву взять, но это уже не то. Хотя ее можно тоже как-то трансформировать, вот, еще больше лучей сделать, но все-таки надо в сравнении как-то, что надо учитывать то, что мы многое забыли, потеряли смыслы в нашей культуре, в словах, в терминологии. Мы сохранили в языке, но забыли. Все начали буквально переводить, а на самом деле, даже, как я вам говорил, даже вот плюс к этому, если даже посчитать от 1 до 3, Эдуарда, Эдуарда, Артайском, да, или на русском одно и то же. 1, 2, 3. Од это дух, дуа арта, то есть 3, ир, то есть одно и то же. Что на русском, что на астинском языке, то же самое, те же знания о нашем с вами первоэлементе, что мы от одного духа все возникли, или артой, или ас это одно и то же, или воздан, или асдин, аситин. Вот что нам важно понять. Это нам дает осознание того, что национальное самосознание, что мы не просто это национальность, как и флаг наш. Это же не просто халам-балам кто-то взял, как многие, ну и цвета, и все, кто-то придумал. А он несет в себе идеологию на основе мировоззрения этого народа, его культуру. Культура, да, не просто так. Ну, здесь кто-то опять за своим языком не следит. Вы идите за своими мусорами. Куда вы заходите? Что у вас за язык? Все, я его отправил. Вам нужно на руках ходить. Мы Аллах, я Аллах. Нам никуда возвращаться не надо. Мы есть те, кто мы есть. Ты много не болтайте там. То есть поняли, да? Вопросы можете написать мне. Хищник один, тебе нужно ноги в руки двигаться. Кто-то здесь много болтает. Босяки, идите отсюда вообще. Кто вас воспитывает вообще? Без рода и ничего. Еще себя кавказцами называют. Вы научитесь нормально на языке говорить, на нормальном языке, потом будете за Кавказ говорить. Кто вас воспитывает? К какому Кавказу вы относитесь? О какой истории вы говорите, если у вас язык мусорный?
Вашу грязь тут заходите, несете. Вот вся ваша истина. О какой истории, культуре вы смеете вообще рот раскрывать? Черти. Вы вот как пишете там, черты, вот эти вы выдаете, кто вы такие на самом деле. Черти, вот прямейшие. Вот как за экраном, вот есть вот у человека черт, вот вы за экраном все черти. Вот те, кто пишет там, черт это, еще с выкриками религиозными. Вы к какой религии вообще имеете отношение? Ваша истина, ваш грязный язык, вот кто, вам их надо повыдергивать или не знаю что. Еще за Кавказ, за историю, за Аланга. Не прикасайтесь вообще к этому святому этнониму нашему Аланы или Ассы. Вы вообще кто такие? Вы элементарно на языке нормально не можете зайти говорит, вы вообще не имеете права это святое имя, самоназвание произносить. Черти. Идите отсюда вообще. Алан. Вы вот, черти, вот ваш язык, вот какой есть, какое отношение вы к Аланам вообще имеете? Да Алан вам, чтоб дорасти, вам надо, не знаю, Алан. Это же надо зайти, сами с собой говорят, шизофреники. Это что у вас, вопросы бывают или что вообще? Тот человек с таким грязным языком, кто пишет так, вы чего ждете? Какого ответа? Идите ваши языки умойте там или что, не знаю, здесь. Кто вас воспитывал? Кавказ. Вы вообще произносить слова эти не можете вообще. Не имеете достоинства произносить. Кавказцы. За Алан я вообще не говорю. Святое имя, самоназвание. Научитесь нормально по-человечески вообще говорить потом. Бадрик не соват зайди. Сайтан ты. Галай ты, рага пласунцу. Кто им будет отвечать на вопрос? Таким не отвечают. У таких лица нету. Эй, Фламинго ты или кто ты такой? Фламинго, иди пока ник свой нормально, имя, фамилию сделай. Откройся. Они как черти с непонятными этими заходят сюда, еще что-то смеют говорить. Смотри на них. Какая критика? Вы нормально по-человечески зайти не можете. Это на каком языке вы говорите? Это, на каком? Какая критика? Это критика. Чтобы критиковать, надо еще сначала элементарно по-человечески зайти поздороваться. Какая критика? Я вообще знаешь, что такое критика? Не критика. Рано отсюда, идите вон в школу, кто вас воспитывает, или где вас, вам по попе надо надавать, чтобы вы не баловались. Критика. Ты вообще критики что-нибудь понимаешь? Критика. Эй, что говоришь? У кого-нибудь вопросы есть по теме?
Только попрошу нормально, корректный, адекватный там. Всяких вот таких выскочек, то он за языком не следит, конечно, буду заблокирую. Я просто... М. А так ацейрага пласунца, сайтан ты. И главное, у них этих нету. А человек же немного должен головой думать. Если он на таком языке выражается, он же сам черт. Понимаете? У них нету этого. Воздухантанца матачинца. Воздух торма. Хотя это принижение достоинства воздуха. Воздух, он на своем месте. Он достойней намного, чем вот многие, непонятно кто. Шевзагай баракней, надар канцучинцы, уханавзагай финцы. Воздух не то, это все святое, оно на своем месте, оно функционирует, все выполняет. А эти кто непонятно. Если здесь нормальные есть люди, элементарно, адекватно зайдите, видят, тут идет лекция, человек делится своим знанием. Во-первых, кто кого заставляет смотреть? Не понимаешь, выйди отсюда. А если не понимаешь, что ты вообще выскочил и это, оскорбление-то это. И баргаса куфейна, не сопляки. Ладарганечка он самарага плазунцу. Муей андарне чизумцу, муей. Альберт, Фред, у тебя есть надежда, что наши младшие начнут интересоваться родным языком, ястинской культурой и национальным искусством? Да, конечно, Альберт. Не то, что надежда. Человек вот короткую жизнь живет, и вот то, что я узнал вот о нашей культуре, то, что вы от меня слышите, вы не от многих услышите и не узнаете. А я этим делюсь, потому что это очень важно, это наша основа, культура. И не просто так же о ней говорю, и не просто так же многие не знают. Нужно многие моменты учитывать, и политику в том именно. Борьба за ресурсы и т.д. и т.п. Это то альтернативное знание, культура, которая человеку дает другой взгляд на мир, не тот привычный, который вам говорят, а потом вы где-то что-то узнаете, говорят, официально вам же никто это не скажет. А тут наша культура, ну, говорят, есть обрывками, да, что-то, знания несущие. Но человек удивляется, что то, что в нашей культуре есть, то оно, ну, не просто так, по крайней мере. И главное, ты понимаешь, что идет подмена. И эта подмена в головах у людей. Ценности меняются. Ты понимаешь, что в борьбе за ресурсы политика туда-сюда и вот проникновение других культур там и вообще вот как образование официальное, и то, что официально, оно сильно дискредитирует. То есть нам выдают то бишь вот то, что они несут за правду, дискредитируя нашу.
правду, которая тоже есть, но нам ее искажают, преподносят, что это неправильно. А кто это, откуда идет? И вот как раз-таки познание, когда мы ищем в своей культуре, сравнивая с другими, да, недостающие фрагменты, человеку что-то очень многое открывается. То бишь, ученые нам что-то открывают, вот, типа они что-то нам открыли. А тут в нашей культуре на все вопросы ответы. Богом давным-давно все создано. Я же говорю, вот тот же документальный фильм, то бишь научный, сотворение мира, да, по телевизору, который вы смотрите. А тут у нас в культе три пирога. Вся эта история вот в такой сценической, можно сказать, театральной форме отображена. То есть, а кто это? Вы знаете, что кто-то преподносил это? Что это акт сотворения, культ такой? Что в произношении звуков слов наших, которые несут культ огня, то есть знания, которые нам даются через произношение звуки и вообще через культуру нашу. А это для чего вообще нужно? Для развития. Потому что тебе какой-нибудь подойдет и на уши сядет, скажет, прими вот это единственная истина, а твоя культура там неправильно, там многобожие, там много богов, которые ничего не имеют представления вообще о нашей культуре. Не зная нашего языка, что он в себе несет, чего там. То есть, и многие, большинство по этой причине, а за этим, то есть уходят в другую религию, а это же еще учитывать политику надо, опять-таки. Так и происходит подмена и потеря культуры и так далее и тому подобное. Оттого там она не взапал надзорунца, кастарт надзорунца. Sa turusat çalmaçı nazonsa narta kansa uydar nazonsa ajin nadzogun yobonta skola amar batstama farshta konsaray тома берет нехосанца назонунца. Как так, Дзогун? Вы должны прежде всего себя узнать. Где ваши учителя? Дайте им пока себя узнать, кто они такие. Вот есть глупый коту. Зачем нам история, ты надо, история? Как зачем? Каждая развитая страна, государство, они-то знают, кто они такие, их корни, взаимоотношения с теми или иными. Не зря они вот эти все карты поднимают древние, как, например, Эрдоган свою карту древнего Турана. Куда мы вообще в его, не входим? Нас вообще в счет никто не берет. Как это? Потому что они спокойно борьба за будущее, за историю. Поэтому-то и переписывают историю или под себя делают. Все, кому не лень. Что казахи? Посмотрите вот Уйсуни или Аси в Кангюе. Посмотрите, как казахи себя везде вставляют. Осетин про Уйсуни кто-нибудь скажет, что это Асы были, осетины. Никто не скажет. И все, каждый вот так под себя. Поэтому как это не важно? Это все будущее. А будущее кого? Мы-то уйдем, нас не будет. Но мы же ответственны. Если в нас есть что-то, да, еще этот дух, ответственность, то мы чувствуем за собой наших предков, связь, и через нашу кровь продолжается история. Это культура, этикет, менталитет, идеология, нартиада и т.д. и т.п. Все, в общем.
Ты должен передать ее, как минимум сохранить ты должен. И не просто сохранить, чтобы это не как эти в джунглях не остались, оно развиваться. Мы должны правильно смыслы в терминологии, что заложено, какие знания, символы в культуре, это ну, поэтому-то не признают многие три пирога как простой лишь факт, когда наш культ три пирога все равно, что зайти в церковь. Это куда более, наверное, ну, истинней, потому что храм наш там, где человек. А три пирога это просто символ, вся символика сотворения мира, та же, что и в церкви, оно же тоже символику несет, крест, эти звуки, все это произносит. Здесь то же самое, просто в живом таком виде, где бы ни был, мы можем в любой части мира, да, этот культ сделать эти три пирога, и, то есть мобильный храм, то бишь, живой. И сколько в нем смысла. И почему-то в церковь не заходят же с водкой, никто туда не ставит. Скажут, это богохульство, там, не знаю, что с человеком сделать, тем более, если, допустим, в мечеть зайди. А у нас, там, где произносится все, то же самое имя Всевышнего, все почему-то ставят просто, как будто так и должно быть. Вот вам факт простой, элементарный. Что в головах людей что-то не то творится, что кто-то им манипулирует и убрал у них те знания, которые они несут все в естественной форме, в культуре, подменил и им говорит, вот делайте так, это все ерунду. Вот вам и даже делайте выводы сами. Бадри, Вани, Версолани, кандидат исторических наук. Ты, оказывается, историю народов Кавказа, так вот, как бы ни прискорбно было, но Астины не имеют. Так что ты написал этот, астинскую фамилию Эрсиоланы? Ты вообще кто такой? Вот я осетин Алан. Я Алан. Ты кто такой вообще? Это ты не имеешь отношения, если ты не осетин, никакого отношения к нам не имеешь. Так что доказывать я ничего не буду, делать мне нечего, все так понятно. А твои кандидаты науки там, да, его заблокировали. Я думал, это осетин, а это, оказывается, какой-то еще один. Вражду между народами тоже пора заканчивать. Молодое поколение уже более-менее дружелюбным стало. Да, однако это враждование одно идет. Говорите вы это независимости или нет, вот как идет, так и идет. И вы не можете остановиться и ничего не сделаете. А умничать все, ну, типа вот мы люди мира. Ну тогда возьмите, остановите вот то, что сейчас идет, когда такое зло творится, когда люди друг друга убивают. Вот я вам поэтому и говорю, политика, как какое отношение, причем здесь политика, тем более Ахдау, какое отношение имеет. Ахдау – это основа, это
народа, культура, идеология. Вот беда вот в том-то, что славяне это такие же носители от культуры ариев, а мы тоже. И от друг друга, по сути-то, мы и убиваем. Вот вам граф. Эти символы я видел у склеп в горах в Чечне, в Ингушетии, в Осетии. Значит, вы ближайшие народы Кавказа. Горжусь с вами, народами. Остерегайтесь провокаций. Потому что одна единая культура была распространена и на Кавказе. Albert Vani, Viron Naumann, Fisch, da Ирон наражен, Нейфейта, Чидарсайтан. Написал на себе астинскую фамилию и Эрсуалане. Я думал, это осетина это какой-то. Славяне и русские понятия разные. Славяне братья по крови, я бы так не сказал. Вот то, что славяне несут культуру, да, ариев, да, и русские. Русские от слова рохс, этноним Аланы. А рохс, и то, что славяне несли, и русский сам язык. Это язык ариев. А славяне же тоже, поэтому как, может, звучит по-разному, но суть-то там опять культура. Мы говорим об единой культуре. Ну, а чё, Галагайта Раканкутунчи. Ханче Финсента Финсунца матч. Так, кого-нибудь вопросы есть? Фан, Царикаева, Пливы, там, Ингушия, в Осетии. Я вам так скажу. Вот больше всего то, что нас разделяет, именно ухождение от своей культуры. Это основа народа. Если и возрождение народа должно произойти, объединение. Там. Кто-то скажет, мы и так едины. Это вам, ну, вообще я же вижу проблемы многие. Почему расходятся люди. Опять-таки, вероубеждения, взгляды, ну, с разных, то есть вообще. А наша культура, не зря-то мы ее и забыли. То есть я за всех опять не говорю, я имею в виду те, кто, ну вот до чего мы довели, кто довел. Вот это факт того, что откуда это идет. Зардягой сосло. Я не знаю, как вы поняли то, что я рассказал. Вопроса-то по сути не было вот по этой теме. Я удивляюсь, выскакивают. Ради чего смотрят вообще? Обычно, если людям нормальным что-то не понимают, они задают адекватные вопросы. А тут выскочили с самого начала и начали какие-то оскорбления там, писать, ты историю знаешь, ты бред несешь, ты это,
Как таким людям вообще отвечать? Отвечать-то им никто уже не будет. Но изначально то, что они заходят, чтобы оскорбить это, у них языка, ни культуры, они никто. Изначально. То есть они уже изначально выдают своим грязным языком, что они на самом деле черти, в прямом смысле, потому что нормальный, адекватный человек, он по теме или спросит, и ему нормально ответит, задаст вопрос. А эти кто они такие вообще? Кто его воспитывал вообще? Вообще надо всех начать, вот если у меня возможность была, все те, кто как только выскочили, сразу сигнал в этот, там, где их сразу пресекут, выловят, и им по попе надают и соплякам. А то смотри на них, у них вообще рамок нету. Смотрит кто-то тут, не смотрит. Они себе, вот с какого-то времени слабаки какие-то начали позволять себе многие вещи на нашей родине святой Иристой. И никто за это их не спрашивает. И вот до этого довели, что каждый, кому не лень, выскакивает и может произносить, не неся за это никакой ответственности. Я не знаю даже, как эту проблему решить. Но вот те, кто сразу выскакивает там со словами «черт это», надо их сразу, не знаю. А это им нормально кажется. И они еще смеют кому-то писать там «обкурился этот». Они рамки потеряли, кто обкуренный на самом деле. Нет. Вот поэтому всем тем, кто за будущее, нам надо что-нибудь с этим обществом, не знаю. А обычно я так понял, кто так позволяет писать. Именно вот когда слышат за нашу культуру, то им принимают другие религии, им вот эти моменты им что-то становятся чуждыми. Почему? Потому что чужда наша культура, потому что не изучали этот вопрос, и кто им виноват. Но они еще и смеют так писать. Граф, вопрос. Я знаю многих ингушей, которые хорошо и от души ты имел в виду отзываются про Астин. Ну, вот недавно тоже на массаж наши поехали. Там я слышал, и так они отзывались, вот как нас ингуши тепло приняли, обняли там. А все, что там творится, это политика. А я вот задумываюсь, а кто тогда такие эти активисты, которые, в том числе вот этот всем известный блогер и т.д. и т.п. Не хочу их имена, мне они не интересны. Но факт то, что тогда разжигли, да, вот те же активисты, сейчас то же самое. И я такое рассуждение тоже не пойму, когда говорят, это все политика, мы против войны. Ну, что за рассуждение, я не могу понять. А кто не против? А почему тогда воюем против друг друга? Вот это я не могу понять. Тогда надо, те, кто так рассуждает, им не молчать. Да, те же ингуши, которые за осетины рассуждают, типа, это все политика там. Проявите свою активность и говорите, что открыто, громко. Но никто же не говорит. А в итоге есть то, что есть. Получается, цена этой правды. Ну, если есть у людей правда, она должна, ну, вы ее должны нести открыто.
говорить об этом, чтобы видели, люди понимали. А если на просторах интернета одни вот эти активисты, которые стравливают, и нету ответа, тогда что это такое? Будьте уверены, что доведут и этому. Политика так сделает, что захотят сделают, захотят нет, а потом опять произойдет, как тогда. И что потом будете говорить? Поэтому заранее, если говорите за мир, за это. Вот сейчас же тоже против многие, война это зло там, апокалипсис, да, дальше что? Где эти, то бишь вы пророки как бы, ну тогда вам надо нейтралитет поймать и как бы целая армия этих, которые против этого. Но вы же этого не делаете, а выбора нету и идете по тому пути, который вам указывает. И вы ничего не можете. Тогда что? Да тоже. Как внезапно все «Хай Гитлер» начали кричать? Там что, тоже не было разумных людей? Вот задумайтесь над этим. Почему? Здесь же то же самое. Ну, по вашей, вот как вы рассуждаете, мир, есть осетины, все мирные гражданины. Нету, по сути, нету. Потому что тебе говорят так, или иди туда, или сюда. Ты кто? У тебя не спрашивают. Мы сейчас являемся на этой территории, те, кто за Россию, а мы же за Россию. Мы автоматически враги тех, против вот, чего идет он. Да, и это ну, до последнего же процесс запущен. Если ты на ту сторону перейдешь, ты враг для вот своих. Нейтралитет ты поймать, ну, тебе надо определиться. Ну, кто ты такой, за что, как, чё. Если ты туда уйдешь, тебя свои же, или слово скажешь, тебя могут свои же. Вот и думайте сами. А как вот, ну, те, кто говорит мир, правда, там политика это граждан. Поэтому здесь все. Я это к чему говорю. Важно знать, кто ты через историю, культуру, место свое вот в этом мире. Нужно знать, кто с кем в корне, какие конфликты были в истории там. Допустим, славяне поддержали Израиль, а они что, не знают? Эти славяне, они поддержали, можно сказать, тех, кто в корне, допустим, искоренял их язычество. И вот вопрос, а как, ну, если они ценят так свои корни, как так? Видите, значит, надо знать свои корни, если ты. Все надо точно знать, кто ты в истории, кто с кем воевал, что. Каждый должен с малых лет все четко и ясно знать и быть определенным в этом мире во всем, имея свою голову, они. А потом, когда быкуют там, кому это надо? Понты всякие, да, богатство. Что это такое? А как по-астински, как у тебя дела? Кутада или Чхабартадамай. Ну, на других диалектах чуть я на дегорском варианте сказал. А на кударском Кутада Шхабар. В общем,
Вот на Дегорском Чихабарой, а на астинской форме, другой форме, на Ще, или Ше. Ну, немного есть отличий, но одно и то же. Альберт, равнодушие очень вредное, опасное качество человека и народа к войнам, катастроф. Конечно, безобидные мирные граждане – это лишь каждый должен четко, ясно. То пока есть политика, она есть, была и будет, судя по тому, что мы видим. Жили себе вот мирно, ничего, вот мирные гражданины. И вот на них летят бомбы туда-сюда, им надо что-то быстро делать. Естественно, они выберут те вот. Ну, а есть кто от страха что-то быстро, ему без разницы, лишь бы его не тронули. Кто-то принципиален, кто-то нет, кто-то еще что-то. Но, в общем, не знаю, само по себе, если честно, все это разума никакого не несет. В наше время я и не могу вообще на этот вопрос. Я только вижу план, который за фейк выдает, ну, то бишь фейк там, новый мировой порядок, сокращение населения там и т.д. и т.п. Все по сути вот именно, кто бы что ни говорил, факт есть факт, так и идет. Кто бы ни говорил там конспирология, еще что, мы же видим. Поэтому я ничего не могу. Зардяга. Поэтому все лично мое, то, что я могу, вот, ну, это культура, наша культура, и вот на основе этого как-то что-то с пониманием этого. Насчет идеологии Нартиады, у меня лекций там много, не раз я делал. Секрет объединения, единства. Почему мы где-то объединяемся, расходимся. То есть это все объяснил, но почему-то, не знаю. Чеченцы достойный народ, гордый народ, что я могу сказать. Но не буду я опять политика там. Там, где политика по сути своей, если за простыми мирными гражданами есть люди, которые там свои дела делают, политические моменты, то что человек может? Если у него нет никакой силы, за ним нет никакой силы. Если за ним не стоят люди, армия там. Вот и я такой, что я могу сказать? А если ты кому-то не понравишься или вообще могут ко всему придраться? Фред, кто украл фабрику. Это Бузуртанов. Бузуртанов спутал. У нас в музее таких статуэток нет. Он вон в магазин случайно, как я понял, наверное, спутал. Плюс 18 зашел там в магазин и подумал, что это музей статуи. Короче, просто я знаю, вот наш музей там такого нет. Интересно, где он это увидел там. Еще и с линейкой измерил точные параметры. Странно.
Я сейчас думаю, то по теме вообще никакого вопроса нету. То ли все ясно, то ли потом пишут бред-то это, накурился-то. Охан ковер на мате, 100 метров. Светлана. Вы же спросили, я же вам ответил. Вы, наверное, про куда-то, шхабар-то мои. Так и переводится. Дела это хабар-то, на астинском хабар. Хабар-то. Ага, может робот. А зачем вы это спрашиваете? Что, разговорник нашли, что ли? Вон, скачайте этот, как его, словарь или... Ага. Арапакт Александр Емельяненко не Кутбала варку. Она иди Дубайн бала варку эти. Сухзарина иди. Арапак финштал. Обрадовались, что он ислам взял. Мадзаг он что-то здесь не то. Опять придет, чуть-чуть пройдет время, фенечер домой. И тут проходит время, и да нет, да, они мусульмане, не адан. Короче, получается, по-моему, просто так бороду для этого накрасил. Когда в Дубае был под мусульман скосил, Атабайн сразу охан ковер сухзариной финштейгу. А ведь кубазу тонцо шокки аттынцы. Иди сюда, рацуай ардаму. По другой форме расума ардам, а на кударском рошу морда. Все правильно произнес. Не, Мидома это же ну, в дом Мидома куда-то. А иди сюда, это... Ты же на улице не скажешь Мидома. О, мана Альберт Разы, Ардам Равай, ай, генерацию, Как продвигается написание нартовского эпоса «Нашли худо». Не, к сожалению, мама
кабалдарзоран. Охан культура, охан этносен фиталтани вахтонсама. Ахцабал анахцай некие комы, косун для народа, да. То есть Ахцабал Дзурчина Цудей, нам просто надо было сначала желающих, у которых был шанс оставить свое, по крайней мере, имя, да, ну, это тут причем здесь не о имени идет, а о наследии для наших потомков, как предки, вот, нартикадан гитаним кут нюахтонца, але чизонан джината самалатан сагаско тонцама. Не просто так же. Думали над этим, создавали для потомков, что фенстей амбесанте. Омамарка родикана на катуном байзайдзи. Рагайдари ронома я там фалдан невзакра сухтары хатягал хатун ума. Ну, сакральный язык. Вот сегодня об этом тема была. А здесь шанс показать миру, экранизировать нартовский эпос, то есть воссоздать через образы, которые так нам необходимы. Вот поэтому же принимают и религии. Вот каждая религия какой-то образ несет. Общество, образы формируют мышление подрастающих, на них они растут. А что мы имеем? Черепашки, ниндзя, туда-сюда. Это реальные герои, персонажи, каждый со своими особенностями. То есть они не безосновательны, но они еще и несут знания нашей истории. То есть очень много преимуществ. И сделать это, актуализировать, экранизировать, массово пустить, даже через комиксы написания, через игрушки, сувениры, создать. И типа еще лучше, чем Аватар. Вот они же делают. Вот даже нейросети, вот про Сослана. А что они показали? Ничего. И все вау, каунцо, мана эди цуманека. А почему вау делают? Потому что не знают нашу историю, антропологию. Как можно вау делать, когда... Видите, как они воспринимают большинство? Вот эффект увидели, спецэффект, как вот Голливуд делает фильмы. И все, вау, им главное спецэффект. А в голове у них нету такого вот, что он свой национальный дух, культура, почерк, минтай. Нету. А у нас богатейшая антропология, на основе антропологии, допустим, Гупурсартана, это кадры, культура была. И вот есть шанс через образы это все передать, мимику, вообще все, всю нашу, и показать всему миру нашу культуру, историю, что вот мы есть те, кто мы есть, и мы вот создали то, что все хотят пытаться быть ими, а мы им показали на самом деле, кто мы и какие должны быть эти самые. Это и прокаты, это в том числе и экономика. То есть, если это запустить все, даже сделать простой трейлер, да, ну так, чтобы это было, хотя, не знаю, для них это какой вау-эффект будет, я не знаю. Для наших самих, если элементарно даже не отозвались. Я хочу сказать то, что Ахцай, Фицак, было так, что на первом этапе нам сначала надо желающих собрать
И в общем, чтобы они эти образы, их видения изобразили по нардским сказаниям и предложили. И среди них уже сделать отбор. И когда уже команда образуется, готовая работать, тогда уже и покажем мы тем, кто вот по Министерство культуры, да, по этому направлению. Они же хотят, но если нечего предложить, чё, кто. Главное, что студия, все есть. Мана типа аватар кутко тонза, датчик там май тимихаца. Охан студия, да дело в том, что у нас есть, но некому предложить. Критиков очень много. Ну, я предложил, и все, на этом кто-то что-то за спиной критикует, а сам предложить ничего не может. Есть дизайнеры на ком, ну нечего, образы нужны. Вот там скинули какие-то образы, они на наших, на антропологии, не и все, и вот застыло на одном месте. Кто-то начинал спрашивать, а деньги, и не хотят, им же было сказано, что сначала нам надо из этого отбор провести, а потом уже деньги автоматически, тогда команда образуется, тогда и деньги будут пожизненно, все сделаем. Манечи не хотят. Каждый эскиз, за эскиз хотят деньги. Это что такое? Такие не нужны вообще. Те, кто даже не частный заказ, а для народа. Но они должны лететь. Они стыды, ходу и ногой. Харс, потом она мазарятка фаунтабалы. Зардягой Камакастой. Благодарю, что уделили внимание. Не знаю, как вы что. Если что, пишите по вопросам. Если что-то непонятно, пишите. Всегда отвечу. В соцсети, ВКонтакт пишите. А те, кто хочет мою группу, там, единомышленников, кто себя считает духом единым с нами. Финшетов, Алиронаумал. Так-то, так-то. В общем, Растфандак-то, Иратта разма.